Новый год не за горами, а значит, подготовка жителей идет полным ходом. Гирлянды, игрушки, дождики, подарки на любой вкус. Однако участников рейда интересует совсем не это. Сотрудники МЧС совместно с Роспотребнадзором проверяют наличие опасной новогодней продукции на торговых точках. Хлопушка, пиротехник, хам опасный, ему что ги ёк. Я бенгальский огонь, хам миёк. Тоже нет. Я только гирлянды вот в таком формате. Нигде бол веркать лучше. Инспекторы проверяют каждую точку, лицензия на продажу, сроки годности, условия хранения. Вот основной перечень необходимых пунктов для разрешения продажи пиротехники. К слову, сейчас на рынке ажиотажа нет, и предприятий, торгующих ею, тоже мало. В основном на прилавках бенгальские огни и хлопушки. Продажа вот так именно в виде ярмарок запрещается. Ну и как в данный момент рейд показывает, на территории рынка именно выставленная продажа как гирлянды, так и бенгальские огни. А именно продажа пиротехники опасности 2-3 класса и выше, она не производится. Нами каждый год перед началом праздника направляется информация руководителям рынка о запрете продажи такой и правильной продажи. Соответственно, они в свою очередь также запрещают всем арендодателям, которые арендуют эти места, о том, что запрещается продажа и которая она будет изыматься. Неправильный выбор и применение пиротехнических средств могут создать угрозу для жизни и здоровья и даже привести к возникновению пожара. Понимает это и руководство рынка. Соблюдение правил торговли и безопасности во главе угла. Строго наблюдать с участкового места. Охрана полностью проверки. Запускать отца. Хамодович, Новый год, Новый год ярмарка, я наха. Чем меньше размер продукции, тем опаснее, уточняют специалисты. Траекторию полета маленьких пиротехнических игрушек практически невозможно предсказать. Поэтому очень важно соблюдать радиус опасной зоны. Оценивать оригинальность петард и фейерверков стоит на расстоянии 5 метров. Срок годности пиротехники составляет не более 3 лет. После ее химический состав сильно меняется, что делает пиротехническое чудо непредсказуемым и опасным. Чаще всего такие просроченные салюты реализуются через интернет. Не лучшее место и рынки. Во влажной среде порох и зарядное устройство легко могут отсыреть, а это значит, что такой фейерверк, скорее всего, не сработает. Кстати, чтобы проверить бенгальский огонек, достаточно его зажечь. И если он сработает, значит все в порядке. Инспекторы напоминают, любой бракованный пиротехнический товар может привести к непредвидимым последствиям и навредить здоровью. Следующей точкой выбрали специализированные магазины. В этом, кстати, прекрасно понимая, что незаконная прибыль слишком дорого обойдется. Фейерверки здесь продают на протяжении круглого года уже 5 лет. Все необходимые документы имеются. Это декларация, сертификаты, да? Сертификат качества соответствия, да? Как вы знаете, любой потребитель, который приобретает данный товар, он имеет право у вас затребовать сертификат качества, декларацию соответствия. Это относится не только к контролирующему органу, который может затребовать у вас, но и простой потребитель. Продавать фейерверки в России не запрещено. В случае отсутствия у продавца сертификата либо декларации о соответствии, ему грозит штраф от 10 тысяч рублей. Постоянно мы озвучиваем, на официальном сайте у нас есть информация о безопасности, как нужно пользоваться пиротехническим изделием, как его приобретать. То есть нельзя приобретать пиротехническое изделие, на которое отсутствуют сертификаты соответствия. Как мы знаем, любой потребитель при приобретении данных товаров имеет право попросить у предпринимателя, чтобы он показал документы на этот товар. И предприниматель обязан предъявить, то есть показать ему эти документы. И уже потребитель он более информирован становится. Также его уже не настораживает факт того, что ему не показали данные документы. Он видит всю аннотацию, как запускать это пиротехническое изделие, какие расстояния нужно соблюдать при запуске данных изделий. То есть вся вот эта информация, она обязана находиться. Экономить на празднике и приобретать уже просроченный и поврежденный товар со скидкой ни в коем случае нельзя. Покупка фейерверков у тайных дилеров закончится штрафом в размере от 5000 рублей. Новогоднее настроение этого не стоит. Для того, чтобы проверить сертифицированность продукта, достаточно поднести камеру к упаковке, перейти по QR-коду и готово. Представить себе Новый год без салютов невозможно, вот только праздник зачастую может обернуться не самыми радужными последствиями. Именно
праздничные мероприятия чаще встречается, что по взрывным, именно по пиротехнике, часто встречаются дети, которые неправильное обращение с пиротехникой, отрыв фаланг, раны, ожоги, предновогодние праздники, праздник Курбан-Байрам, часто встречаются эти случаи. Свидетельств печальных праздников в интернете полно, поэтому при покупке пиротехники лучше всего обратить пристальное внимание на сопроводительные документы на товар, чтобы потом можно было безопасно любоваться дома, а не в больнице. Кава Гагиева, Магомед Даскиев, Новости 24.